В этот день главное правило библиотеки — соблюдать тишину — было нарушено. Но никто из сотрудников шум не пресекал, даже наоборот. Они помогали ребятам сориентироваться и найти нужный зал. С древних времен умение читать давало человеку преимущество – ключ к тайным знаниям. И по сей день книги продолжают открывать перед нами новые неизвестные миры. В творческом вечере молодых талантов и пробуждается поэзия во мне приняла участие школьница из села Алагадзых Виктория Барзани. Девушка пишет рассказы и стихотворения. Она представила публике собственное стихотворение «Задумайтесь». «Мне просто хочется делиться своими мыслями и рассуждениями», — говорит Виктория. В этом стихотворении говорится о простой, но очень распространенной проблеме, о том, что люди не ценят того времени, которое у них есть, а надо было бы. В подобном мероприятии я участвую впервые. На самом деле очень волнительно, но в то же время очень интересно. Мы находим единомышленников, а это очень приятно. Одноклассница Виктории Ирена Богданова тоже пишет стихи. В своем творчестве она поднимает актуальные и серьезные проблемы нашей страны и молодежи. Задумалась сейчас я резко, какой же будет мир потом. И поняла, что будет мерзко при виде человека в нем. К чему сейчас катится народ? Наркотики, убийства, воровство. А сколько жизней гибнет в год? В авариях умирает большинство. Я, если честно, начала писать очень спонтанно и вообще не ожидала то, что когда-то дойду до этого. Я перешла в новую школу, и учительница говорит: а попробуй написать стихотворение. Я, если честно, вначале не хотела, я просто всеми способами говорила, что у меня это не получится, это вообще не мое. Но когда я села и просто задумалась о нашем обществе, насколько его надо перестроить, у меня слова сами лились. То есть я как бы хочу показать человеку его ошибки, ярые ошибки, чтобы он, прочитав это стихотворение, попытался как-то исправиться. Надо развивать молодежь. Не надо сидеть только в интернете, как сейчас делает это вся молодежь, и не думает вообще о литературе. Молодежный вечер начинающих поэтов и «Пробуждается поэзия во мне» проходит в библиотеке уже второй раз. Проект ориентирован на выявление юных дарований в области поэзии, встречу с писателями, пропаганду и популяризацию поэтического слова. Начинающим авторам дается возможность продемонстрировать свое владение пером. В завершении вечера ребятам были вручены сборники с их стихами и биографией. Но так как мы хотели сделать это традиционным, мы решили продолжить наше мероприятие и включить туда уже все регионы Абхазии, начиная с Гагры, кончая Галом. И мы с Борисом Шаликовичем Челария, директором библиотеки, объездили все районы Абхазии, побывали во всех отделах образования и культуры, в некоторых школах и выявили, если в первой части нашего мероприятия было 33 юных талантов, то уже во второй части, вот сегодня вы свидетелями являетесь, уже 60. Одни читали стихи собственного сочинения, другие смогли поучаствовать в викторине о книге и библиотеке. Лев Шамба – ученик 9 класса Сухумского лицея-интерната. В викторине о книге и библиотеке он участвует впервые. Лев – гуманитарий, любовь к чтению у него с самого детства. Впечатления приятные. Приехали мы с своим учителем по истории Астандой Евгеньевной Гармели. Благоприятная обстановка, дружественная. Познакомился с другими ровесниками. Вопросы не были сложными. В них может разобраться человек, который много читает и интересуется библиотечным делом. Вопросы в основном касались книг и библиотеки. Были две команды – Сухумского интерната и 7-й столичной школы. Дети продемонстрировали хорошие знания, а отличившимся были вручены грамоты и книги. Действительно, дети ответили на наши вопросы, они оказались для них несложными. Да, есть сложные тоже вопросы, но мы им помогали. Также арт-студия «Мухус» провела выставку рисунков «Я рисую космос». Посетителям фестиваля показали фильмы «Время первых» и 7 новелл Михаила Лакарба. Проект «Библия ночь» является международным. Его проводят во многих странах мира. Несмотря на широкую географию этой акции, для всех выбирается одна общая тема. В этом году событие посвящено 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Акция «Библия ночь» продлится сутки. Сария Кварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение.